резолюции. Там очень все освещено довольно широко и перед мировым сообществом, и перед президентом, и перед руководителями республики. Так, я согласен. Да, уже вы, все отражено. Вы считаете возможным принять за основу? Да, я считаю, что... Спасибо, спасибо. Господа, я прошу извинения, может быть, перед некоторыми, но я хотел бы предоставить слово Максиме Федоровне, поскольку, да, у нас украинская сторона как бы представлена. Так, она здесь, да? Госпожа Максимова. Нет, да? Может, да? Нет, тогда. Подготовила она была здесь. Да? Может быть, таким образом, давайте в этот. Если ее нет, давайте. Есть, да? Хорошо. Спасибо. Что в России происходит, видят, анализируют многие. Россия, где есть все, самое бедственное. Почему управленцам выгодно вести такую политику, сидящие в зале знают. Борьба за ресурсы привела к применению закона 309. Язык – это система символов, знаков, звуков, это мощный поток знаний. Я как учитель это могу сказать. Учитель марийского языка. А управляет миром знающий нравственный Бога человек, созидающий знаки и символы. Марийский язык отдает только созидающий вибрационный поток. Язык Марии – это мощный поток магических знаний. Ребенок, не знающий язык, не может получать знания от родовых корней. И является тот родитель, который не хочет, чтобы его ребенок изучал свой родной язык, он является киллером. Я каждое утро встаю, произношу, посмотрев на солнце, вот эти слова. Посмотрите, сидящие в зале, что вы можете ощутить. Беру воду, начинаю умываться. Опороюма. Витава витводаш, тача, ердена танелан. Мурварим капкалай мушкан, витвоктейка, тулан шогалан, таланет келештен шогем. Атай, тижим лаидена йовенилет. Чела ужа, чела кола, чела шинджи, чела палет. То есть марийский язык настолько уникален, как все языки, сидящие вот в этом зале. Хорошо. Если очень много тут написано, но я скажу своими словами, языковая ситуация Мария. Почему так происходит? Если взять 5 лет, за 5 лет у нас очень много деревни школ закрыты были, да? Около 40 школ закрыты. А где школа закрывается, там и язык теряется, там и народ теряется, уходит, растворяется. Если взять город Йошкар-Олу, то из 30 школ там изучают факультативно всего 16 школ. У меня вчера беседа была с преподавателями марийского языка. Они говорят, нам предлагают базисный план и спрашивают у родителей и у детей первоклассника, думайтесь, а хочешь ли ты изучать свой язык? Как может первоклассник сказать, хочу я изучать или не хочу? Он ничего не скажет, он ничего не ответит. Если средства массовой информации, телевидение Мариэл в 14:30 до 3 часов 30 минут говорит на марийском языке, а радио, Госрадио говорит час 50 минут, я думаю, что
этим многое сказано. Но я не пришла сюда жаловаться и говорить, и высказывать свои проблемы. Я сказала, почему язык заставляют забыть, и чтобы этот язык не изучали. Я ехала сюда, смотрела на Волгу. Туда впадают тысячи родников и истоков. Без этого эта большая река не существует. Россия большая страна. Она богата тем, что многие народы, народности живут, и много языков. Она будет жить. Но наверное, много говорить не буду, но предлагаю. Вот у нас сейчас Совет Федерации есть. Вместо Совета Федерации, сидящие в зале, вот думайтесь, пожалуйста, потому что я много раз и в Госдуму приглашали как представитель Союза народов РМЕ. Там эти проблемы совершенно ни языковые, никакие, ни традиции, культура их не интересуют, в принципе. Их интересуют совсем другие проблемы. Почему бы Совет национальностей не делать бы? Предложение внесу, вот секретариат. Пишите, пожалуйста. И если будет, конечно, возможность, предлагаю проводить для ассамблеи конференцию, может быть, в Казани, может быть, где-то это возможно будет, на тему пути развития человечества в третьем тысячелетии. Потому что, рассмотрев только язык, этим мы ничего не решим. Сидящие в зале все об этом знаете. Пусть там будут много учителей, не преподавателей, учителей. Пусть дают мастер-классы, живые знания по обычаям, по показу традиций праздников, по вышивке, по национальным кухням и так далее, и так далее. То есть тематика очень большая, расширенная. Надо дать знать, чтобы человек получал именно живой поток, именно живое знание. Ну а какие вопросы будут, можно персонально побеседовать. Спасибо. Спасибо. Много говорить, я думаю, итоговыми документами, которые были предложены оргкомитетом, ознакомились, заняты? Как вы считаете? Я ознакомилась, очень внимательно наша марийская делегация прочитала, то есть, в принципе, мы согласны и обращением, и теми пунктами, которые были у нас изложены. То есть мы одобряем. Спасибо. Я думаю, что ваше не будет очень будет уместно, если мы предоставим представителю, скорее всего, Саха-Якутии, потому что очень интересует издалека. Господин Шамайчев, мы немножко научим, чуть-чуть как бы будем корректировать. Спасибо. Добрый день, участники сегодняшнего нашего форума. Я счастлив выступать перед вами. Это, значит, я давно хотел приехать и, так сказать, вот со своей, может быть, волей, с предложениями, но понятное дело, что сейчас, конечно, надо говорить по возможности конструктивно. Вот, ну, по документам я считаю, что все эти документы мы должны принять за основу. Вот, редакционная коллегия будет работать. Если у меня появятся еще какие-то конкретные предложения, я сам, значит, вот, членом редакционной коллегии, допустим, Николая Егоровича, я могу высказать всегда. Так, значит, какая ситуация сложилась в Якутии? Мы были очень рады, значит, когда Республика Татарстан и Республика Башкортостан выступили с законодательной инициативой по закону 309. Но это вы, конечно, все прекрасно знаете.
Мы, значит, в спешном порядке собрали 10 тысяч подписей. Это, конечно, немного. Я сейчас слышал, что Башкортостан за 1 месяц собрал 250 тысяч подписей. Наши подписи уже в Госдуме. Когда это обсуждалось на парламентских слушаниях в Госдуме, это было представлено как вот, ну, какое-то достижение, и об этом было в сентябрьской газете 1 сентября написано, так сказать, вот крупным шрифтом. Если бы, допустим, вот мы могли, значит, этот процесс продолжить и присовокупить и эти 250 тысяч и так далее, то это тоже бы имело огромное значение для того, чтобы пересмотрели закон 309. И поэтому вот сегодня мы должны, по-видимому, принять какие-то организационные меры, так, конкретные, что можно и нужно делать вот по, значит, восстановлению понятия национального компонента, значит, вот в законе, федеральном законе 309. Так, в Якутии как идет дело? Значит, в Якутии прокурор республики, ну понятно, что это федеральный чиновник, он уже, значит, подал жалобу во многие инстанции, значит, подал в суд, и тем самым депутаты, значит, вынуждены были рассматривать наш закон, этот республиканский закон об образовании, и, значит, там снять понятие национальной компоненты. После этого, это произошло осенью 2009 года, ну, прошло несколько месяцев, и Саха общественный центр, ну, вместе с депутатом Илтумен Госсобрания Республики мы выступили, значит, опять со сбором подписей. Это много было публикаций, в общем, и руководство республики, значит, пошло на попятную. Так. Мы обратились к нашим коллегам в Башкортостане и в Татарстане. Они, значит, ответили таким образом, что у нас прокурор таких заявлений еще не делал. И, конечно, мы не собираемся пересматривать наш закон об образовании. Естественно. Если, значит, нету никакой проблемы, то зачем их рождать? Так, закон об образовании республики должен был рассмотрен вот на февральской сессии, но пока это приостановлено. Будет рассматриваться в марте. Что будет, я сейчас не могу сказать, но пока вроде бы у нас вот, ну, значит, на нашей стороне ситуация. Но вы знаете, сейчас вот в Якутии идет переназначение президента. До сих пор, значит, вот, была информация о том, что Кремль собирается назначить не варяга, а местного человека. Ну, там, значит, по национальности, конечно, не говорилось. Но в последний момент я, допустим, вчера получил информацию о том, что будет назначен бывший полпред в Дальневосточном округе Сафонов. Это уже варяг, это человек, который не работал, но, насколько я знаю, в самой Якутии. Так, и тогда, конечно, ситуация может измениться. Вот, мне информировали, что он сам по себе силовик. И, возможно, вот та ситуация, которая сложилась по национальной компоненте и по другим вопросам, заставляет Кремль пересматривать совсем других кандидатов на пост президента Республики Саха-Якутия. Ну, вот это так. Так, значит, я вот как только, значит, прибыл вчера чебоксарским поездом, ну, был в школе имени Лебедева, бывшая национальная гимназия, и поговорил со своими коллегами, я директор республиканского лицея, сам по профессии математик, вот, и меня интересовал вопрос состояния обучения вот, чувашскому языку и на чувашском языке. С печалью я узнал, что в Чебоксарах нет ни одной школы и фактически нет ни одного чувашского класса. Так, ну, это я просто говорю, местные, конечно, сами знают. Если я ошибусь, то вы меня поправите. Так, ну, в городе, это я не на перегонки говорю, так, я говорю просто для информации, да, что в городе Якутске есть, скажем, 4 или 5 школ, якутских школ,
в русских школах есть якутские классы, преподавание на якутском языке еще